Wydając dzień, jaki dał nam Pan, jaki dał nam Pan. Zraduję się, Isus cieszy się i wydając dzień, jaki dał nam Pan. Zraduję się, Isus cieszy się i wydając dzień, jaki dał nam Pan. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. I z duchem Twoim. Эту святую мшу я отправляю за Янину, за детей и за внуков и правнучков, просящих о здоровье, Божьем благословении и потребных ласках. А так само, как добрый и милосердный Бог допомагал во всех справах. Przepraszam za wszystkie nasze grzechy, aby nadliczyć z tym sercem spasti we najświętejszą ochmianą. Spowiadajmy się Bogu, siewam nam I wam, braty i siostry, kto zgrzeszył niewielmi, dumkaju słowem, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wielmi wielka wina. Temu proszę najświętejszą, zawsёdy Pannu Maryju, усіх aniołów i świętych, i was, braty i siostry, помолиться за mnie, do Pana Boga naszego. Niechaj zmiłuje над нами Бог Всемогутний, и отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного. Panie, zmiłuйся над нами. Panie, zmiłujся над nami. Chryste, zmiłuйся над нами. Chryste, zmiłujся над nami. Panie, zmiłuйся над нами. Panie, zmiłujся над nami. Chwała na wyższyniach Bogu, a na ziemi pokój, ludziom dobrej woli. Chwalim Ciebie, błogosławiam Ciebie, chwaliłem się Tobie, prosławiajem Ciebie. Dziękuję Tobie, wielkiej chwały Twojej. Panie Boże, Władaro niebiesny, Boże Ojcze Wszechmogutny, Panie Synie Ojcy narodny, Jezu Chryste, Panie Boże, Baronu Boży, Synie Ojca, jaki wierzysz na siebie, braki i światu, zmiłuj się nad nami, jaki wierzysz na siebie, braki i światu, przyjmij marzenie nasze, jaki siedzisz prawa różańca, zmiłuj się nad nami, bo tylko Ty święty, tylko Ty nasz Pan, tylko Ty najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym chwalę Boga Ojca. Amen. Modlę się. Boże, Ty w сегодняшний dzień wraz Twojego jednorodnego Syna, wierową w śmierci, czynił nam bramę wieczność. Uczyni prosим, как świadkujecie uroczyste z mертвых powstania Pana, wyblianowany Świętym Duchem i uwoskreśli do nowego życia w świetle wiecznym. Przez Pana naszego Jezusa Chrysta, Twojego Syna,
Jaki z Tobою żywiej władary w jedności Ducha Świętego, Bóg prawu się wieki wieczny ja. Amen. Siadźmy, to jest słowo. Читание книги Деял апостолов. У тые дни Петр открыл устны свои и сказал: «Вы ведаете, что отбывалося по всей Юдеи, начинаючи от Галилеи, после хросту обвещенного Яном. Як Бог намастил Духом Святым и моцарь Иисуса с Назарету, який ходил, робячи добро и оздравляючи усіх, опанованных дьяволом, бо з ним был Бог. И мы свідки Его, что и Он зробил в Украине Юдейской и в Иерусалиме. Его забили, повесивши Его на древе. Бог воскресил Его на третий день и дозволил Ему объявиться не всему народу, а и нам, свідкам, выбранным сперша Богом, якие ели и пили с Ним после воскресения Его с мертвых. Наказал нам обвещать народу и свідчить, что и Он призначенный Богом, суддя живых и померлых. Про Его все пророки свідчать, что кожний, хто вірить у Його, отримає дарування грехов праз ім'я Його. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Хвалите Бога, Бога добрый, бо навеки милосердность Ягоная. Нехай скаже Исраэль, навеки милосердность Ягоная. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Правиця Паном знялася висока, правиця Паном края неба силу. Не помру, а лежить буду, и обвешать правы Пана. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Камень откинутый ударниками стал головою угла. Пан учинил это, и дивное оно в очах наших. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Шукайте того, что в вышине, где Христос. Читание послания святого апостола Павла до Колоссян. Браты, коли ж вы воскресли с Христом, шукайте того, что в вышине, где Христос сядет праворуч Бога. Про то, что в вышине думайте, а не про земное. Бо вы померли, и житё ваше сховано с Христом у Богу. Коли ж з'явиться Христос, житё ваше, тады и вы з'явитесь разом з Его хвале. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Радостная свята, пасхальная плями, верные приносят прославление дали. Откупила греша, Христос наш без
i wielkim, śmierć życiu susтрела, choć pamięru сожжем, благодарить смело. Откажи, Мария, что бачила в дорозе, у вас кровь живый он, годе быть в тревозе. Где тому анёлы свитками там стали, только полотноты в опратке лежали. У вас кровь Христос, Бог мой и надея, местом же споткання буде Галилея. Справді воскресен, этот суд правдивый, смерти переможца, Боже милостивый. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пасха наша Христос охверованный за нас, тому будем святковать у Пану. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с духом твоим. Читание Святого Евангелия поводле Иоанна. Хвала Тебе, Пане. У першы дзень тыдня Марія Магдалена прыйшла да магілы раніцай, калі было яшчэ цёмна, і ўбачыла, што камень адсунуты ад магілы. І пабегла, і прыбыла да Сымона Пятра і другога вучня, якога любіў Езус, і сказала ім: «Забралі пана з магілы і не ведаем, дзе паклалі яго». Тады выйшаў Пётр і другі вучань і пайшлі да магілы. Пабеглі абодва разам, і другі вучань пабег наперадзе, хутчэй за Петра. І прыбыў да магілы першы, заглянуўшы, убачыў, што ляжаць палотны, аднак не ўвайшоў. Тады прыйшоў за ім Сымон Пётр і ўвайшоў у магілу, і ўбачыў палотны, якія там ляжалі, і хустка, якая была на галаве ягонай, не з палотнамі яна ляжала, а асобна, скручаная на іншым месцы. Тады ўвайшоў і той другі вучань, што прыбег першы на магіле, і убачыў і паверыў, бо яны яшчэ не ведалі Пісання, што трэба было яму уваскрэснуць з мёртвых. Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Сядзіце. В касцёл нам прапануе розныя версы псальма. Я калісьці таксама ўжываў, забыў, што пачалі час велікодны, і можна замест гвоздзеннікі Пану сёння заспяваць «Аллилуйя». Поэтому сёння такі псалм быў, што за першым разам пасля першага чытання вместо гэтай звароткі спявалася «Аллилуйя». Гэта дазваляецца касцёлам падчас велікодных святаў, якія мы цяпер адкрываем, да пяцідзесятніцы. Уключна, бо гэта «Аллилуйя» мае прагучаць радаснае «Аллилуйя» ў нашым жыцці. Але сёння не пра гэта вам буду гаварыць, бо пра гэта не прыгатаўваўся. Пра штосьці другое, менавіта пра Евангелію, якую вы сёння пачулі. І пра што гэта Евангелие гаворыць паводле святого Яна апостола. Хтосьці бы сказаў, ну, пра з мёртвых паўстання Ісуса Христа, пра жанчын, якія бегалі, Петра, які прыбег, таксама не знайшлі Езуса, палотны ляжаць 8 разоў, пра палотны гэта я чуем. Адзін прыйшоў, бачыў палотны, другі зазірнуў палотны, там яшчэ і хустачка якасьці ляжала, тому што шнуркоў не было ботинок і так далее, і так далее. Браты і сёстры, гэтая сённяшняя Евангелія, яна гаворыць нам, можа скажу толькі так, пра самога Яна апостола. Ён сам пра сябе гаворыць, Ян Евангеліста. Тады увайшоў той другі вучань, са скромнасці не піша сваё імя, што прыбег першы да магілы і ўбачыў і паверыў. І напісана:
бо яны яшчэ не ведалі Пісання, што трэба было яму воскреснуць з мёртвых. Чаму убачыў і паверыў? Ян апостол Евангелию піша 100 гадоў более-менее калі мая. Это примерно 67-68 годов от смерти и воскрешения Иисуса Христа. Столько годов минуло, аж Ян здецидовался написать Евангелие. И тому говорит, тут напишет, трошки не складано, не логично, не ритмично. И убачил, и поверил. И далее написано, бо яны еще не ведали Писания. И говорит это про себя. Бо яны еще не ведали Писания. Говорит, я апостол, я еще не ведал Писания. А про якое Писание идзе гаворка? І про який уривок, про який треба було відкрити Святе Писання, у нас сьогодні так вчора з собою, і відкриємо пророка Ісая, і 6 розділі, у вірші від 1 до 2 ми прочитаємо. Ісая пише: «Ходемте, вернемся до Господа, бо Он скалечил нас и вылечил нас, Он нас побил и оздоровил нас. По 2 днях верне нам життя, а 3-го дня подиме нас, і будем жити у присутності Його». І маємо тут така. Односно этого, що говорить Ян апостол, докладно, що він ще не бачив і не вірив. Чому не повірив? Бо повірили пізніше. Але треба було би відчинити, хто перший повірив. Послание до Коринтянам, в 15 разделе прочитать, верш 3-4. «Бо я перший передал вам, святый Павел пишет, бо я перший передал вам то, что и я принял, что Христос помер за наши грехи поводле Писания, и что был похованный, и что воскрес на 3-й день поводле Писания». Святый Павел пишет за правды перший. Мимо того, что Ян Евангелиста был апостолом Иисуса Христа, потребовал аж 70 годов, как это все переосмыслить, зразуметь, это все еще раз переробить и теперь тогда списать. Пока это будет иметь логику житевую, то каждый, кто возьмет за читание Святой Евангелии, начнет разуметь, что там не фикция, а там же там все правды. Правда. И у Евангелии нема никакого слова, ни одного лишнего. И мы читаем, что «Ходим, вернемся до Господа, а Он скалечил нас». Кто? Господь скалечил нас? Нет. Человек сам скалечил. А Бог, называя он человек, и он створен на подобенство и образ Пана Бога. И он сам себе скалечил под разгрех. Але говорить, але Бог, и он так само вылечил. Чему вылечил? Бо Иисус Христос пришел у постати человека, и он вылечил нас. Написано, и он побил нас, и он так само оздоровил нас. Это життя, якому ми тепер живемо, воно є на різні ситуації. Але Ісус Христос прийшов, щоб дати нам надію, показати, що не дивуйтеся, не це сенс життя, не земний, не тут, що ми живемо і що ми робимо. Найважніший сенс туди, куди ми приготовлюємося і куди маємо прийти. Але для цього нам потрібно, як ми, як тут написано, повстали з мертвих. По 2 днях був забитий. Чим есть смерть? Смерть есть, браты и сестры, грехом. И этот пророк Исаия про это пишет, что грех является смертью иначе. И грех можно взорвать его, или отбить его, откинуть себе, дякуючи чему? Дякуючи односинам с Паном Богом. А в який спосіб? Щоб ці наші відносини з Паном Богом були як відносини з суженками. Так як Христос не може існувати без костюла або без церкви, так само і церква, і костюл не можуть існувати без Христа. Чому? Бо церква і костюл тільки целебрують Христа, більше нічого другого. А коли б Христа не було, то їх не було б чого церквувати. Церкви и костел, и не было бы ни одного, так и другого. Я думаю, что это такие отношения, соотносины, узалежности. И тому, когда человек будет залежный так моцно от Пана Бога, так как суженское, это прообраз суженства, соправдного земского суженства, який шмат хто з вас отримав. Коли это будет такий спосіб існувати,
то наши суадносины будут добрые. Али пророк пишет вельми хитро и мудро, говорит, как мы были осторожные. Бо пишет про ваши классы, это не я придумал, в Евангелии, в Святом Евангелии написано, в Святом Писании написано. Как это не было написано, я бы этого слова туда перед вами не сказал, но не упадает в этом месте говорить такого слова. Пророк пишет так, Исаии, Оси, говорить, что народ, який повстав, он подобный тутака на проститутку. Важное слово. Можно засмеяться. Але правду пророк написал. В отношеннях до Пана Бога. Бо коли народ, который не верит правильно в Пана Бога, верит раз и верит им подобным на проститутку. Бо коли прообраз Христа и веры, то згодно с пророком это схожаются. Мы часами можем верить в Пана Бога, а часами 10 этого Пана Бога откидаем. Так народ выбрал, поглядите, столько знаков и чудов отримал от Пана Бога. Однако в певному моменте, когда Моисея не было 40 дней, а мать пошел на гору молиться, как принести 10 Божьих заповедей, то что сделалось? Пришли до Аарона и говорят, давай нам сюда Бога какого-нибудь. Бо Моисей утек, Бога нема. И улепил Аарон для их Бога золота правдивого, теля золотое. Где они танцевали и веселились перед рядом Богом и хваляли его больше, чем Бога, який вывел из неволи. Больше, чем Бога, який их урятовал. Больше, чем Бог, который им дал життя. И такие знаки, и кормил их, и поил водой. Это ничего не робили на пустыне. И не только вандровали и ходили. А им этого было мало. Улепили себя Бога и радовались этому Божку больше за правому Богу, який дає здоров'я. И говорится, как человек не был подобный так само до этого прообраза. Это вот такой сам способ, как мы так само могли. И эти слова, какие Ян апостол пишет, он пишет и их пропоминает шмат годов позднее. А что это для нас означает? Что навіть коли мы почуем какое-нибудь Слово Божие, мы его не зрозумеем, або сегодня мы ходим в костюм, сегодня мы молимся в церкву, и мы от Пана Бога не отримовуем того, что нам треба. Да не турбуйтесь, коли поглядите. Ян Евангелиста пише 67 годов после смерти Христа, якого собачив, так ранався до його. Був при похованні, так само Ісуса Христа. Бачив його з мертвих повсталого, дотикав його, але десь ще эта вера була далека. Так само и мы в нашем житті, так как мы не турбовалися, а витривали при Пану Богу. И про это говорит нам сам пророк Исаий, Осі, ласка, пророк Осі. И еще, это один из текстов, на який звертає Ян апостол. Еще есть только наступный текст, который будет з книги пророка Йоны. Несколько карток позднее высветляет книга пророка Йоны, так само у Старом Заповете. Памятаем, она вельми короткая. 4 раздела, захочешь вы кто-нибудь можете сегодня прочитать, будете готовить обед, жарить котлеты. Верните на одну сторону, один раздел, на вторую. И меньше, более меньше, как не спалились ваши котлеты. 4 раздела, это лишь можно прочитать на вечер. Они вам припомнили вельми коротко. Пророк Йона, Пан Бог приходит до него и говорит, как пришел пророчить и для народу нинивян обвещать Божие Слово и навертание. Але Йона не, бо Йона нинивян вельми не любит. Нинивяне это такой подлый народ, что вельми его не терпит. И откидая его, и утекая, памятаем, после розных перепетов, утекая в одно место, а второе, наконец, сядая на корабель и плыве праз мора. И когда этот корабель есть посередине мора, Пан Бог посылает шторм на этот корабель. Бо хоче, как Йона вернулся обратно в Ниниву, и там обещал Божье Слово. Але, что далее открывается, Йона бачит, что уже корабель Мальтония, и приходит до этих моряков и говорит, ведаете что? Я сам не могу выпрыгнуть за борт, але выкиньте меня за борт. Будьте уратованы. Мы пророка ніколи не выкинем за борт. Але Йона говорит, коли меня не выкинете, вы все погибнете. И начинает просить, молите, выкиньте огня. Ну, наконец, выбрасывают Йону за борт. И памятаем, что Иисус Христос неоднократно будет притащить в эту ситуацию. Когда его будет пытать, каким правом ты это чинишь, и говорит,
Або покажи який знак. І він скаже, вам не буде дадено ніякого знака, апроч знаку Йони. Як Йона був 3 дні у животі кита, так само і Син Чоловічий буде 3 дні у животі землі, у животі смерті, остін смерті, можна так сказати, докладно. І це є прообраз того, що Йону викидають, прообраз Ісая. Учора ми говорили, Ісай і Авраам. Ісай имел 37 годов поводле традиції жидовської, Авраам имел 140 годов, бо його син, коли народився, йому було 100 годов, ну, более-менее 140 годов. І прийшов Авраам своего сина зложить в офярі, здорового мужика. Написано, что связал его, то есть можно было связать чисто старичок звяжа мужика, который в полной силе 37 годов, нема шанса. Это сам Исаий просит Авраама, свяжи меня, я готов в эту офяру изложить самому себе. А ты меня сложи, ты меня свяжи, как я, коли придя, момент пробы, как я не могу. И тому туда Йона просит, выкиньте меня за борт. Але коли выкинете, и коли выкинули, Йону съел кит и выплюнул такие горки, был несмачный, что выплюнул его на берег. Так не смаковал уже, может, ели за много перца. И это так само является прообразом самого Христа. Вот так само. Только что Иисус Христос был досконалой офярой. Иисус Христос так само себе складає офяри, и Он берет свой криж, іде. Йона з ненависті для этих людей утекая от Ниниве, и з ненависти, поглядим, отдышая потом это слово, с ненависти для людей. И он, коли шел по Ниниве и говорил, навертайтесь и верьте в Евангелию, альбо навертайтесь, покайтесь, всех Бог покарает. Да он смеялся и говорит, как так было, вас всех Бог покарает, и пішов кричав. Не было слова «навертайтесь». И они почули в этом слове прообраз, что треба вернуться. И человек, людскость, в який спосіб продала Ісуса Христа? З ненависті. Прообраз Йони так само, з ненависті. Але Бог з того, що видається, хтось це зробив з ненависті на мене, Бог з цього поважає добро. Просим за тим, брати і сестри, як ми так само могли зрозуміти, чим є час з мертвих повстання, який ми сьогодні святкуємо. День Великодний, великий день. Бо в этот день Иисус Христос порвал пути смерти. И мимо того, что человек помирает, он нарождается до нового, лепшего життя. Так как те 2 детей, пам'ятаєте, Богу мама розмовляють і ведуть тіло. Это такая фикция, только из фантастики. Одно дитя говорит, звертается до другого, у животе своей мамы питает. Потому что нам тут такая ручки, один питает. Мы что такое все маем, ничего не робим. Вот. Другие вот не ведают. Навошта нам ножки, мы же никуда не ходим, там, где мама наша, там и мы з'являемся. Навошта нам рот, если мы ничего не едим, мы все отримовываем раз по половину. Другие тоже вот, не знаю. Але про якоїсь стихійне мовчання, а ведаєш що? Правдоподобно, нам туди каяни не потрібні, але туди, куди ми йдемо, нам будуть потрібні. Коли чоловік народжається, мені потрібні і руки, і ноги, і голова, і уші, і рот, і так далі. І ми сьогодні, може, задаємо те саме питання, навіщо ми сидимо тут в цій святині? І може хтось один до нового ще не ведає. Ми не ведаємо тепер. Але я вам говорю, що нам це буде потрібно, коли ми з цього світу, так як ці 2 дитяті маленькі, перейдем в життя вічне. Просим, как мы захотели быть вдячными Пану Богу в сегодняшний день за то, что Он так моцно полюбил нас, что Сына Своего Одинородного отдал, как кожный, кто в Его верит, не в життя незвичайне, а в життя вічне. Аминь. Одинородного Отца Всевышнего, Растворителя неба и земли, всего вашего и не вашего, и у одиного Пана Иисуса Христа, Сына Божьего Одинородного, за Отца Народного, перед всеми веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога сокровенного от Бога сокровенного, народженного, а не створенного, одиносутного Иисуса, раз якого все сталося, и Он для наших людей, и для нашего избавления, зашел с неба и втеловился от Духа Святого, с Девы Марии и ставший человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтии Пилате,
был замученный и похован, и на третий день воскрес, подобно Писаниям, и взошел на небо, сядет праворуч Отца, и снова придя в хвале, судить живых и померлых, и яко владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, яки Зайца и Сына походит, якому разом Зайцом и Сыном належит поклонение и хвала, яки промовлял праз пророков, веру в один святый католический апостольский костел, вызнаю один хрост для отпущения грехов, и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. В этот день воскрешения Пана, полный хвалы и радости для всего Костола, вознесем наши молитвы до Бога Отца. Молимся за святый Костел, как он мог обещать всем людям правду о перемоте Христа над смертью. Тебя просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за всех святоров, как наследующие апостолов, они были пильными и кропотливыми вартовниками Христовой Айши, а участники Тебя просим. Выслухай нас, Пане. Молимся, как у вас просто Христос стал для всего света дорогой до досконалой соправного супокою. Тебя просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за всех людей, которые згубили сен життя, как что у вас прошлого Христа открыло их сердце на Божию правду. Тебя просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за Янину, за ее детей, внуков и правнуков, просячи здоровья Божьих ласков и так само здоровья души и тела. Тебя просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, удельников этой святой мши, как мы распознали Христа в людях, яких сустракаем каждый день. Тебя просим. Выслухай нас, Пане. Боже, Ты про смертью воскрешения своего Сына заключил заповедь человечества. Выслухай наши молитвы и учени, как наши ученики завсёды были згодные с верой, якую вызнаем про Христа Пана нашего. Аминь. Сядем. Опять вярую, Пане мой, Все мое життя, і тепер даруй назавсёди, это моё сердце погляди, ты любовь моя, одиная. Так я дарую, Пане мой, все моё життя, і тебе даруй назавсёди, это моё сердце погляди, ты любовь моя, одиная. Молитесь, как мою и вашу я вяру, принял Бог, Отец Всемогутный. нехай Пан Бог прийняв вяру з рук твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Милосердный Боже, наполненный великой радостью, мы складаем Тебе хвалу. Раз якую Твой Костел отраджает сатанового життя, як прибливает его сны посилок, раз Христа Пана нашего. Аминь. Пан с вами, И с Духом Твоим упору серце, узносим их до Пана. подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Направду годно это и справедливо, слушна и правоверна, как мы Тебе, Пане, завсёды славили. А особливо в этот день больше урочисто вещали Твою хвалу, коли Христос был вярованы, як наша Пасха. Бо Он забравный ягнё, и Он взял грехи свету и Своей смертью перемог нашу смерть, вернувши нам житё праз Своё с мёртвых повстание. Тому откупленное человечество во всем свете радуется у воскресению Христа, от хоря анёлов разом с усими святыми. Спевают Тебе гимн хвалы,
неспинно ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Госанна на вышиях, благословленный Той, кто приходит в имя Пана. Госанна на вышиях. Заправды Боже, Ты святый и справедливо хвалить Тебе все Твое створение во Сына Твоего Пана нашего Иисуса Христа. Дельсной муцей Духа Святого Ты все оживляешь и освещаешь, и неспынно избираешь народ Твой, как от усходу солнца и до заходу, складал имени Твоему чистую ахвяру. Тому у едности з усім костелом у перший день тижня, коли на святейший день з мертвых повстання Пана нашего Иисуса Христа, праз Его покорно молим Тебе, Пане. Освяти муцей Духа Твоего эти дары, якие мы принесли Тебе на ахвяру, как стали сеяны телом и кровью Сына Твоего нашего Пана Иисуса Христа. Йон, коли добровольно, який нам наказав здійснять святую таємницю, бо Йон у тую ночь, коли був видадений, узяв хліб і подяку Тебе складаючи, благословив, ламав і роздавав своїм учням, кажучи: «Берите і їжте з этого всі, бо це есть тіло моє, яке за вас буде видано». Подобним чином по вечері узяв келих і подяку Тебе складаючи, благословив і подав своїм учням, кажучи: «Берите і пийте з його всі, бо це есть келих крови моєї нового вічного заповіту, яка за вас і за многих буде пролита для отпущення грехов. Это чините на мою память». Это великая таємниця веры. Обращаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твою присну славу. Пане, вспоминаючи звавшую руку Твоего Сына, так само Его чудовное воскрешение в небожестве, и чекаючи родового прийстя з подякою, складаем Тебе эту живую святую ахвяру. Взглянь, просим на дар Твоего костела, и прими его як ахвяру, якою Ты пожелал быть милостивленным. Дозволь, как мы, узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом в Христе. Нехай Он сам учинить нас вечным даром для Тебя, как мы смогли отримать спадщину с выбранниками Твоими, найперв с Наисвятейшей Панной Богородицей Марией, со святым Юзефом ее обранником, со святыми апостолами, Твоими славными мучениками, со святым Архангелом Михаилом и всеми святыми, про заступництво яких мы сподеемся на Твою нездобную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашего поєднання принесе усему свету супокой и избавление. Будь ласкавый умацовать у веры и любови костел Твой, який пильгримує на землі, со слугой Твоим Папом нашим Франтишком, Біскупом нашим Юзефом, с усими біскупами, усім духовенством и усім народом Тобой откупленным. Будь милостивый до просьбы к этой семье, якая по Твоей воле стоит перед Тобой, о добрый Отче, ласкаво з'єднать с собой усіх рассеянных по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер, и усіх, кто у ласцы Твоей обошел с этого свету, милостиво прими благодарство Твое, где и мы сподеемся быть, как разом теми заусёды радоваться Твоей хвале, праз Христа Пана нашего, праз якого одорваешь свет усялякими добротами. Раз Христа с Христови у Христе, Тобie Boże Ojcze Всемогутny, u jedności Ducha Świętego, usia Warszawa i chwała, razu się wielki wieczny dar. Amen.
называемся детьми Божьими и изъявляемся тому, осмеливаемся сказать: «Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего щоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в искушение, але избав нас от злого. Просим Ciebie, Panie, zbaw nas od всякого злого, дай ласкаво супокой дни наши, да поможи нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийстя Збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и мощь и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Baranku Boży, jaki jest na ziemi, jaki światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, Jaki береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, а дари нас упокоєм. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные покликанные на вечеру Яговою. Я не вартий, как ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Chrystus był ofiarowany jak nasza Pascha, Alleluja, a my będziemy świadkować z praśnikami szczerości i prawdy, Alleluja, Alleluja. Номер 62. Слезы скору вытирайте, разгоняйте сердца вниз. Песни радостно спевайте, ай лучший веселый смех. У вас Господь над горами, и Он живет разом с нами. Аллилуйя, аллилуйя, успевайте, аллилуйя. Что для нас каждый кровля, а ведь вера, что и все.
Молимся. Боже, ховай завсёды костел Твой Своей отцовской облекай, как обновлены пасхальными сакраментами, и Он досягнул хвалы из мертвых повстания, раз Христа Пана нашего. Jeszcze objawy duszpasterskie, kierunkuje świętajsza jeszcze o 12:15 godzin. 21 завтра, drugi dzień świata, u poniedziałek świętajsza odbędzie dwojczy u 15 i 19, u 8 z ranicy świętej mszy miła. 27 числа наступная неделя Божьей милосердности в нашей парафии отпуст. Головную святую мшу узначалец эксцелленция арцыбискуп Юзов Станевский, митрополита Минска-Могилевский, на якую сердечно запрошаем на 12 годин. А 28 красовика, это аж наступный понедельник, святой мши у вечера не будет только мша с раницы, потому что я выезжаю на реколлекции, и ksiądz Александр так само вернемся только у субботу, а в остальные дни святая мша будет. Триває наменна до Божьей милосердности, с той причины, что триває октава Великопостная, у пятницу 25 красовика не обовязывая пост, можно есть в ближайшую пятницу. Мясо, радость такая, еще больше, чем немного повстало. Сегодня третья неделя месяца инвестиційної, всі п'яти предназначені на будову, за які щиро вам дякую. Адорация Пана Иисуса в Наисвятейшем Сакраменте от 14 до 19 кожний день. Всім дякую за приготування святині, різних речей, за зложені ахвяри на будову, за співу оправу літургічною, за прибирання території. Помолимся в наших молитвах за Марію, за її батьків, хрестних народів, Господа, добродіїв, хрядавців. І за кожного з нас будем молиться новенною до Божьей милосердности, день третий, повстанем. Єзу наймилосерднейший, Ты усім надзвичай щодро уділяєш свої ласки со скарбниці милосердности своей. Прими нас, да наитестившего сердца своего, и не отпускай нас навеки. Просим Тебе, об этом раз невспостигальной любовь Тую, якою палає Твое серце до Отца Небесного. Отче предвечный, глянь в око милосердности своей на души верных, які так на спочатку, як на спадщину Сына Своего и деля Его болезной муки, удели им своего благословения, туляй своей постоянной опекою, как не стремливать с любови и скарбцу святой веры, але как и усими анелами и святыми прославлять безмежную милосердность Твою навеки вечные. Амен. Отче наш, который есть в небе, светится имя Твое, приди благодарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего щоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в искушение, а избавь нас от злого. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona tymi żeńczynami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Wieru Boga i Ojca Wszechmogącego, Stworiciela nieba i ziemi, Jezusa Chrysta, Syna Jego, Jedynego Pana naszego, jaki był zaczęty od Ducha Świętego, narodził się z Dziewy Maryi, zamuczony w Wąskim Piłacie, ukrzyżowany, pomióry, był pochowany, zejszł do otchłani na trzeci dzień, wzkros pomierłych, zejszł na nieba, siedzieć prawa ruch Boga Ojca Wszechmogącego, a tu przyjdzie sądzić żywych i pomierłych. Wieru w Ducha Świętego, święty Kościół katolicki, jedność świętych, odpuszczenie grzechów,
воскрешение тела, житие вечное. Ojcze Sprawiedliwy, chwieluj Tobie ciało i krew, duшу i boskość najmilejszego Syna Twojego i Pana naszego Jezusa Chrysta, который просит за грехи наши i всякого света. Dzielę Jego bolesnej muki, Будь милосердный до нас и до всего света. dzielę Jego bolesnej muki, Будь милосердный до нас и до всего света. dzielę Jego bolesnej muki, Будь милосердный до нас и до всего света. dzielę Jego bolesnej muki, Будь милосердный до нас и до всего света. dzielę Jego bolesnej muki, Будь милосердный до нас и до всего света. dzielę Jego bolesnej muki, Будь милосердный до нас и до всего света. dzielę Jego bolesnej muki, Будь милосердный до нас и до всего света. dzielę Jego bolesnej muki, Будь милосердный до нас и до всего света. dzielę Jego bolesnej muki, Будь милосердный до нас и до всего света. dzielę Jego bolesnej muki. Будь милосердный до нас и до всего света. Ojcze Sprawiedliwy, chwieluj Tobie ciało i krew, duшу i boskość najmilejszego Syna Twojego i Pana naszego Jezusa Chrysta, Папе, прости грехи наши и всякого света. dzielę Jego bolesnej muki, Будь милосердный до нас и до всего света. dzielę Jego bolesnej muki, Будь милосердный до нас и до всего света. dzielę Jego bolesnej muki, Будь милосердный до нас и до всего света. dzielę Jego bolesnej muki, Будь милосердный до нас и до всего света. dzielę Jego bolesnej muki, Будь милосердный до нас и до всего света. dzielę Jego bolesnej muki, Будь милосердный до нас и до всего света. dzielę Jego bolesnej muki, Будь милосердный до нас и до всего света. dzielę Jego bolesnej muki, Будь милосердный до нас и до всего света. dzielę Jego bolesnej muki, Будь милосердный до нас и до всего света. dzielę Jego bolesnej muki. Будь милосердный до нас и до всего света. Ojcze Sprawiedliwy, chwieluj Tobie ciało i krew, duшу i boskość najmilejszego Syna Twojego i Pana naszego Jezusa Chrysta, Папе, прости за грехи наши и всякого света. dzielę Jego bolesnej muki, Будь милосердный до нас и до всего света. dzielę Jego bolesnej muki, Будь милосердный до нас и до всего света. dzielę Jego bolesnej muki, Будь милосердный до нас и до всего света. dzielę Jego bolesnej muki, Будь милосердный до нас и до всего света. dzielę Jego bolesnej muki, Будь милосердный до нас и до всего света. dzielę Jego bolesnej muki, Будь милосердный до нас и до всего света. dzielę Jego bolesnej muki, Будь милосердный до нас и до всего света. dzielę Jego bolesnej muki, Будь милосердный до нас и до всего света. dzielę Jego bolesnej muki, Будь милосердный до нас и до всего света. dzielę Jego bolesnej muki. Будь милосердный до нас и до всего света. Ojcze Sprawiedliwy, chwieluj Tobie ciało i krew, duшу i boskość najmilejszego Syna Twojego i Pana naszego Jezusa Chrysta, Папе, прости за грехи наши и всякого света. dzielę Jego bolesnej muki, Будь милосердный до нас и до всего света. dzielę Jego bolesnej muki, Будь милосердный до нас и до всего света. dzielę Jego bolesnej muki, Будь милосердный до нас и до всего света. dzielę Jego bolesnej muki, Будь милосердный до нас и до всего света. dzielę Jego bolesnej muki, Будь милосердный до нас и до всего света. dzielę Jego bolesnej muki, Будь милосердный до нас и до всего света. dzielę Jego bolesnej muki, Будь милосердный до нас и до всего света. dzielę Jego bolesnej muki, Будь милосердный до нас и до всего света. dzielę Jego bolesnej muki, Будь милосердный до нас и до всего света. dzielę Jego bolesnej muki. Будь милосердный до нас и до всего света. Ojcze Sprawiedliwy, chwieluj Tobie ciało i krew, duшу i boskość najmilejszego Syna Twojego i Pana naszego Jezusa Chrysta, Папе, прости за грехи наши и всякого света. dzielę Jego bolesnej muki, Будь милосердный до нас и до всего света. dzielę Jego bolesnej muki, Будь милосердный до нас и до всего света. dzielę Jego bolesnej muki, Будь милосердный до нас и до всего света. dzielę Jego bolesnej muki, Будь милосердный до нас и до всего света. dzielę Jego bolesnej muki, Будь милосердный до нас и до всего света. dzielę Jego bolesnej muki, Будь милосердный до нас и до всего света. dzielę Jego bolesnej muki, Будь милосердный до нас и до всего света. dzielę Jego bolesnej muki, Будь милосердный до нас и до всего света. dzielę Jego bolesnej muki, Будь милосердный до нас и до всего света. dzielę Jego bolesnej muki. Будь милосердный до нас и до всего света. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuйся над нами и над всем светом. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuйся над нами и над всем Święty светом. Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuйся над нами и над всем светом. O krwi i badania, jaka wypływa z najświętejszego serca Jezusa, jak krywica miłosierności dla nas.
О крові вода, яка я вилила з найсвятішого серця Єсуса, як кривиця милосердності для нас. О крові вода, яка я вилила з найсвятішого серця Єсуса, як кривиця милосердності для нас. Єсу, довіряю тобі, святая сестра Фаустина, молися за нас, святий Ян Павел II, за розставлений сон Михайла Заборського. Прийміть Боже благословення. Добре, что вы есть, что приходите. Нехай добрый, милосердный Бог вас благословляє і одолить вам терміни ласки. Нехай те слово благословення, яке будуть така почуті, будуть моїми пожаданнями, але це пожадання не тільки моє, але всього Костюла Божого, так само, до якого ми приналежимо. Пан з вами і з духом твоїм. Похилите ваши головы на благословление. У сьогоднішнюю пасхальную урочистость нехай благословить вас у всемогутний Бог и милостиво заховая вас от греховных спокусов. Амен. Бог, який бразу воскрешення свого одинародного Сина, одродил вас до вечного життя, нехай наповнить вас духовними дарами. Амен. Бог, який посла день муки, наповнил вас великодной радостью, нехай допоможе вам дойти до радости вечной. Амен. Нехай благословить вас Бог всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите в спокое Христа, аллилуйя, аллилуйя. Дякуем Пану Богу, аллилуйя, аллилуйя. Святая Архангел Михаил, Держи нас в змаганні, будь з нами обороною, супроть спокуси і паста Слова Духа. Покорно просим, нехай я возніший Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекло шатана и інших злих духов, які нас будуть на світі. Амин. Номер 12. Богу заспіваємо всі, дякуємо, Пане, бо і в щасті, і в тузе, ти завжди разом з нами. Богу заспіваємо.